Итак, уже считанные минуты остаются до начала церемонии вступления в должность президента России. И прямо сейчас на ваших экранах рабочий кабинет главы государства. Только что Владимиру Путину поступил сигнал о том, что к началу церемонии в Большом Кремлевском дворце все готово. Ну вот, конечно, рабочий кабинет Владимира Путина мы хорошо знаем по кадрам официальной хроники. Регулярно их видим в новостях. У президента есть буквально несколько минут до того момента, как он окажется в парадных залах Большого Кремлевского дворца. Мы видим, глава государства, у него в руках документ, который он внимательно изучает. В этом же рабочем кабинете находится стол, за которым глава государства регулярно проводит встречи с губернаторами, министрами. Вот вы можете видеть его справа по кадру. Ну а сейчас кадры по-настоящему редкие. Приемная главы государства. Его приветствует его референт. Ну а далее коридоры высшей российской власти. Это первый корпус Кремля. В первом корпусе Кремля находятся президентские апартаменты. Они занимают, кстати, лишь малую часть. Условно все здание можно разделить на две половины – рабочую и представительскую. Деловая включает в себя несколько залов и рабочих кабинетов. Рабочий и представительский кабинеты президента, зал заседаний Совета безопасности, президентскую библиотеку, ситуационный центр. На втором этаже находятся залы для деловых и торжественных встреч. Вот можно хорошо рассмотреть интерьеры. Все довольно лаконично, даже строго, но при этом не без ярких акцентов. На стенах множество картин. Чуть ранее мы видели телефоны спецсвязи. В коридорах дежурят сотрудники ФСО. Вот прямо сейчас вы видите, как один из них отдает честь верховному главнокомандующему. Итак, буквально несколько минут, и Владимир Путин на своем кортеже отправится в Большой Кремлевский дворец на церемонию официального вступления в должность президента России. Церемония начнется буквально через несколько минут. В Большом Кремлевском дворце главу государства ждут руководители обеих палат Федерального собрания и председатель Конституционного суда, а также 2500 гостей церемонии, которые пришли в Кремль, чтобы стать свидетелями этого исторического события. Наверное, волнение, трепет, такие чувства испытывает каждый гражданин нашей страны, который видит эти кадры трансляции. Момент, безусловно, волнительный и торжественный. Ну и не каждый день, конечно, увидишь коридоры Кремля вот так вот близко, и то, как президент по ним перемещается из одного своего кабинета в другую, из одной резиденции в другую. Ну и, кстати, здесь же, в первом корпусе Кремля, находится и квартира Владимира Путина, и, как рассказывал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Владимир Путин достаточно часто и много в ней проводит время, особенно с начала специальной военной операции. Итак, глава государства спускается по лестнице, и через несколько секунд уже выйдет к своему кортежу. Обратите внимание, как солдаты президентского полка держат равнение на главу государства. Итак, Владимир Путин выходит из первого корпуса Кремля, и прямо у входа его ждет президентский кортеж. Через несколько секунд мы его увидим, и вот как раз он на ваших экранах. И пришло время рассказать об одной из главных новаций этой церемонии. Рестайлинговая модель автомобиля «Аурус». Вот он, красавец, на ваших экранах. В эти дни уже немного рассказали про него в новостях. Тем не менее, у нас с вами есть возможность сейчас разглядеть его с самых разных ракурсов. По-новому интерпретирована большая фронтальная решетка. Внедрен облегченный капот из алюминиевого сплава, появились дополнительные камеры кругового обзора. Полностью новая мультимедийная система, новая акустическая система. Изменились тормоза и немножко поменялась трансмиссия. Итак, «Аурус» начал свое движение. Прямо сейчас на ваших экранах арка парадного фасада Сенатского дворца.
Вообще эту марку отечественного автомобиля мы увидели как раз 6 лет назад, во время инаугурации 2018 года. Тот предыдущий «Аурус» занял свое почетное место на ВДНХ в музее «Гараж особого назначения». Ну и интересно, что новшества на этом не заканчиваются. Впервые в президентском кортеже мы видим и мотоциклы «Аурус». Они полностью электрические, адаптированные в том числе для низких температур. Кстати, очень актуально именно сегодня, вот в такую погоду. Чтобы разогнаться до 100 км в час, им нужно менее 4 секунд. Только представьте. Ну а максимальная скорость, которую они развивают, 225 км в час. Ну, сейчас они едут значительно медленнее, потому что это предполагает сегодняшняя церемония. Называется этот мотоцикл «Аурус Мерлон». Вообще, само название «Аурус» происходит от двух слов, от двух корней. «Аурум» — это золото, и «Рус» — это, понятно, Россия. Ну и кортеж продолжает свое движение через Ивановскую площадь. Прямо сейчас царь-колокол на ваших экранах. Вот, кстати, видно еще несколько слов о погоде, которая сегодня, прям скажем, не благоволит, но, тем не менее, никак не мешает торжественной атмосфере. Вот даже капли дождя видны на камерах, которые установлены буквально повсюду на территории Кремля. Вы видите, территория украшена, повсюду российский триколор. Итак, кортеж Владимира Путина приближается к Большому Кремлевскому дворцу. И сейчас главу государства встретит комендант Кремля. И, кстати, можно разглядеть даже номер президентского «Ауруса». Вот он на ваших экранах. Фары, кстати, матричные. Главу государства встречает комендант Московского Кремля. Товарищ президент Российской Федерации, комендант Московского Кремля, генерал-лейтенант Уиков, здравия желаю. Кстати, обратите внимание на приветствие «Товарищ президент Российской Федерации». Это дань традиции советского времени. Президенту предстоит подъем по знаменитой лестнице Большого Кремлевского дворца. Парадные лестницы. Оркестр исполняет фанфару «Наш президент», написанную специально для церемонии вступления в должность. 66 ступеней в этой лестнице. Ну и дальше увидим знаменитый аванзал. Вот он сейчас на втором этаже, его можно разглядеть. Солдаты президентского полка отточенными движением головы провожают главу государства. И буквально через несколько секунд мы увидим Владимира Путина в парадных залах Большого Кремлевского дворца. До церемонии официального вступления в должность президента остаются считанные минуты. Итак, вот она, картина Сергея Пресекина. «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет». Да, эта картина посвящена нашей победе Александра Невского на Чудском озере. Кстати, вы обратили внимание, как неприметно, несмотря на всю величественность Большого Кремлевского дворца, выглядит вход, с которого зашел Владимир Путин. Дело в том, что когда проектировали этот комплекс, его главный архитектор, ну, там была целая группа архитекторов, Константин Тон, хотел разместить эту парадную лестницу в середине всего комплекса. И только таким образом можно было устроить крыльцо. Вот мы видим гостей, которые собрались, чтобы приветствовать главу государства. Итак, совсем скоро церемония официального вступления в должность президента начнется. Все внимание на экран. Москва. Прямой эфир. Владимир Владимирович Путин.
Итак, глава государства в Георгиевском зале. Вы сейчас видите его во всем великолепии. Он назван в честь ордена святого великомученика Георгия. Был учрежден императрицей Екатериной Великой в 1769 году. Орден давали за личное мужество на полях сражений, поэтому георгиевских кавалеров офицеры приветствовали стоя. А приветствуют Владимира Путина те, кто пришел в качестве гостей на церемонию. Итак, Владимир Путин поднимается на трибуну, здоровается с председателем Конституционного суда, с Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным. В соответствии с частью 2 статьи 82 Конституции Российской Федерации при вступлении в должность президента Российской Федерации президент произносит народу присягу в соответствии с текстом, утвержденным Конституцией. Уважаемый Владимир Владимирович, прошу вас принести присягу. Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу. Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.